Госсекретарь США Майк Помпео призвал Коммунистическую партию Китая прекратить принудительные аборты, планирование семьи и стерилизацию уйгуров и казахов в Восточном Туркестане. Этот вопрос Помпео затронул в своем письменном заявлении. Говоря о работе немецкого антрополога Адриана Зенца, Помпео заявил, что политика китайского правительства, игнорирующая человеческую жизнь и достоинство, должна быть прекращена. Помпео призвал мировое сообщество присоединиться к США и встать на защиту прав человека. 32-страничный доклад Зенца, опубликованный в субботу, показал, что Китай применял различные методы контрацепции в отношении уйгуров и казахов, угрожая отправкой в лагерь всех, кто не согласен пройти стерилизацию. «30 июня в информационном центре Восточного Туркестана прошло очередное мероприятие для женщин. Информационно-культурный центр организовал учебную платформу, направленную на обучение разумного использования средств массовой информации и социальных сетей. В обучении, которое проходит под кураторством Эбру Кая, могут принять участие все жители города Дюйсбург. Высший законодательный орган Китая утвердил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Документ запрещает любые попытки свергнуть центральное правительство, поощрение мятежа, государственной измены, терроризма, а также актов и действий, которые ставят под угрозу национальную безопасность. Как сообщают местные СМИ, законопроект был одобрен единогласно через 15 минут после начала заседания. Министр иностранных дел Японии Мотэги Тошимицу назвал этот закон несчастьем, а лидер Тайваня Цай Иньвэнь – разочарованием. Администрация Трампа инициировала процесс отмены особого статуса Гонконга в соответствии с американским торговым законодательством в начале этой недели, прекратив экспорт военной продукции в Гонконг и ограничив доступ региона к высокотехнологичной продукции. Один из самых известных гражданских активистов Джошуа Вонг заявил, что принятие закона знаменует конец Гонконга. В американский Сенат поступила инициатива сенатора-республиканца Джона Тьюна, который предлагает разрешить Министерству обороны купить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Это предложение – одна из многих поправок к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2021 года, предложенных сенатором в последнее время. По словам сенатора, его целью является решение кризиса, что позволит продолжить поставки истребителей F-35 в Турцию. Контракт на продажу Анкаре С-400 на сумму $2,5 миллиардов Россия и Турция заключили в 2017 году. Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Совет Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки оружия в Иран. По его словам, если оружейное эмбарго прекратит свое действие, то Иран сможет получить новейшие технологии в области вооружений у Хамас, Хизбалла и хуситов. Иран занесет своего рода дамоклов меч над экономической стабильностью на Ближнем Востоке, сказал Помпео, выступая в Совете Безопасности. Американский министр назвал Иран самым отвратительным и террористическим режимом в мире.